Здравствуйте. Вечерний эфир ТНВ продолжает программу «Вызов 112». В студии Аделина Зарифова о самых резонансных происшествиях дня в ближайшие 10 минут. И сегодня мы расскажем, как в Казани женщина выпала из окна 7-го этажа. Перед этим она поссорилась с мужем, который якобы не отпустил ее гулять. Я не буду разговаривать. Покажем погоню за водителем со стрельбой из стабильного оружия. Сейчас ты такое устроишь, остановись, говорю. Почему автомобилисты скрывались и что из этого вышло? Молодой человек попытался оказать сопротивление. Расскажем, как за 3 дня казанские автоинспекторы задержали десятки пьяных водителей. Вопрос задаю. Согласны ли пройти освидетельствование? 32 человека останутся без прав на ближайшие 1,5 года. Все это и не только прямо сейчас. Женщина выпала из окна 7-го этажа на улице 2-я Адинская в Казани. Такой звонок поступил на номер 112 поздно вечером. Скорая помощь приехала на место. В это время женщина лежала на земле и была жива. Ее реанимировали около 15 минут и увезли в больницу. Ее супруг рассказал журналистам, что они вместе выпивали. О дальнейшем развитии событий расскажет наш корреспондент. За считанные минуты к месту происшествия приехали медики. В течение 15 минут они оказывали ей первую помощь и пытались реанимировать, после чего решили экстренно доставить в больницу. Однако до медучреждения не довезли. Она скончалась по пути в карете скорой помощи. Ей было 44 года. Как выяснилось потом, врачей вызвал супруг. Рассказывать журналистам, как его жена пошла на роковой шаг, он не захотел. Я не буду разговаривать. Но в разговоре со следователями он был откровенен. С его слов в этот вечер ничего не предвещало беды. Супруг пострадавший рассказал полицейским, что они вместе сидели и выпивали спиртные напитки. В тот момент женщина захотела продолжения застолья, но уже не в квартире. Женщина начала у него отпрашиваться, однако супруг был против. Он не хотел отпускать ее одну и не решился уходить из дома вместе с ней, так как дома были 2 несовершеннолетних детей. Тогда, с его слов, жена открыла балконную дверь и перекинула ногу через окно. Похоже, так она пыталась его напугать. Однако сорвалась вниз. На место происшествия прибыли инспекторы ПДН. Муж заявил, в их семье не было громких скандалов и конфликтов. Почему она так резко отреагировала на отказ, супруг не понял. Следователи допросили его и увезли в отдел для дачи показаний. Им предстоит разобраться, есть ли у истории криминальный характер. Не довел ли глава семейства свою жену до рокового шага? Или это было ее осознанное решение, а возможно, несчастный случай? Там очень много приезжих, которые только купили квартиру. Ну, тут многие снимают, я не знаю. Ну, вот я когда выходила? Ну, может, минут 30-40 назад тут я вытряхивала, было пусто. Соседи признаются, эту семью не знают. Предположили, что они переехали сюда недавно. Диляра Хабибуллина, Нафиса Минязова, Анвар Шарифуллин. Вызов 112. Торговый центр на Кулахметова в Казани оцепили силовики, эвакуировали посетителей из-за подозрительной камуфляжной сумки. О ней охранникам сообщил прохожий, сотрудники нажали на тревожную кнопку. Сначала приехали представители Росгвардии, затем и другие силовые структуры. К тайной находке людей не подпускали и вызвали кинологов с собаками. Четвероногие сотрудники ничего незаконного не обнаружили. Оказалось, что просто кто-то потерял рюкзак. Сегодня возле аэропорта Казани очевидцы заметили большое количество автомобилей скорой помощи. В Министерстве здравоохранения эту информацию подтвердили, однако поспешили успокоить. Никаких нештатных ситуаций не произошло. Машины перевозят пациентов для прохождения планового лечения. Международный аэропорт Казани весь день работает в штатном режиме. Пешеход попал под колеса «Лады» на улице Рихарда Зорге в Казани. Водитель рассказал, хотел проехать перекресток на зеленый. В этот момент дорогу на запрещающий сигнал светофора начал перебегать мужчина. Друг друга участники дорожного движения заметили и оба пытались избежать наезда и, к сожалению, в одном направлении. В результате мужчина оказался на капоте отечественной машины, разбил своим телом лобовое стекло. Но сам, как ни странно, не пострадал. Он выбегал, Водитель автомобиля «Лада» рассказал, ехал по Рихарда Зорге в сторону Гвардейской. По его словам, на перекрестке горел разрешающий сигнал светофора. Не ожидая опасности, он спокойно хотел проехать. Однако на пешеходном переходе появился мужчина, который решил перебежать дорогу на красный. Он выбежал, на середину дошел, я там уже моргаю, ему сигналю. Он
смотрит, встал на меня и смотрит. Автомобилист и пешеход встретились взглядами. Оба пытались избежать наезда, но, к сожалению, в одном направлении. Водитель признался, понял, затормозить уже не успеет, начал сигналить и моргать дальним светом фар. Но пешеход сначала замер на месте, а потом побежал к тротуару. Мужчина за рулем «Лады» также вывернул руль вправо. Как итог, пешеход оказался на капоте отечественной машины и разбил лобовое стекло. Сюда скорая приехала, он к ним сел. Женщина, которая его осматривала, она вышла, сказала: ты не переживай, с ним все нормально. Очевидцы тут же вызвали медиков, но их помощь понадобилась водителю. У него началась паника и его трясло. А вот пешеход оказался цел и невредим. Более того, он спокойно пошел домой. Автомобилист все же решил вызвать инспекторов и оформить ДТП. Понесет ли он наказание за произошедшее, решит разбор в ГАИ. Написала меня Диляра Хабибулина, Анвар Шерифулин. Вызов 112. Погоня за девятками со стрельбой. В Казани и Зеленодольске двое нетрезвых водителей на практически одинаковых автомобилях напугали жителей. Они создавали угрозу для их жизни неоднократно, проезжая по улицам городов. Силовикам пришлось доставить из кобуры табельное оружие. О задержаниях нарушителей расскажет Рамиль Шайдулин. Останавливайся, говорю! Это кадры погони за «Ладой» 9-й модели в Казани. На улице Михаила Мили ее пытались остановить автоинспекторы, но водитель решил скрыться. Сейчас ДТП устроишь, остановись, говорю! Он выезжал на красный, разворачивался через сплошную и представлял опасность для других участников дорожного движения. На проспекте Фатыха Амирхана не справился с управлением и протаранил отбойник. Пытался уехать задним ходом, но его успели заблокировать. Когда водитель вышел из салона «девятки», стало понятно, почему он скрывался. От него исходил запах алкоголя. Дым. 0,153 продули. С результатом освидетельственного алкотестера согласны? 20-летнего водителя отстранили от управления машиной и составили административный протокол. Ему грозит лишение прав до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. По иронии судьбы, тем же вечером практически точно такая же «девятка» пыталась уйти от сотрудников ГАИ в Зеленодольске. Здесь уже развернулась погоня со стрельбой. Автолюбитель привлек внимание тем, что странно вел себя во время движения. Его пытались остановить, но он нажал на педаль газа. Старшим нарядом НЕЦ охраны, находившись на ближайшем маршруте патрулирования, было принято решение об оказании помощи сотрудникам ГАИ. Экипаж оперативно выдвинулся в район происшествия и присоединился к преследованию правонарушителя. Недалеко от городского кладбища они заблокировали отечественную легковушку и задержали водителя с пассажиром. При этом сидевший за рулем 24-летний парень пытался оказать сопротивление силовикам. От прохождения медицинского свидетельствования мужчина отказался. В ходе разбирательства установлено, что задержанный не имеет права управления и ранее уже привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26. Это отказ от прохождения медосвидетельствования лица, не имеющего водительского удостоверения. В этот раз административный протокол составили по той же статье. По данному факту, вероятнее всего, будет возбуждено уголовное дело, и максимальное наказание по нему может достигать 2 лет лишения свободы. Рамиль Шайдулин, Нафиса Минязова, вызов 112. За 3 дня рейда автоинспекторы Казани задержали 32 нетрезвых водителя. 17 из них были оформлены после того, как продули в алкотестер. Остальные проходить проверку на трезвость отказались. Теперь всем грозит лишение права управления транспортом до 2 лет и штраф в размере 45 тысяч рублей. Их автомобили отправили на спецстоянку. Я пил. Вопрос задаю. Согласны ли пройти освидетельствование? Ответ да, либо нет. Алкотестер буду или не буду дуть. Вот и все. Не буду. Не будешь? Хорошо. Слышали, не будет. Это все, о чем успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. В студии была Аделина Зарифова. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.